Своим появлением на карте, а значит и на земле Южной Якутии, город Нерюнгри во многом обязан уникальным запасом высококачественного каменного угля. Именно он более 20 лет назад предопределил городу быть. Все остальные перспективы развития региона или не столь существенны, или соотносятся к далекой перспективе, или откровенная утопия. Уже 2 десятилетия идет по стальным магистралям БАМа уголь Нерюнгри, обеспечивая работой, а значит и средствами к существованию 100-тысячный регион самого молодого в России города – Якут-Уголь. В разные времена он имел свои успехи и свои проблемы, как, впрочем, и любой живой организм. Но год 97-й явился для угольщиков Якутии, если не самым трудным, то и далеко не самым легким за всю, пускай еще небольшую историю. Вот и сегодня живет и работает объединение, давая возможность своим трудом жить и развиваться городу. Городу, где каждая вторая семья так или иначе связывает свое будущее с тем, насколько продуктивно сработают горняки. А по-другому просто невозможно. В нашем фильме мы хотим рассказать вам о том, как живет сегодня, а главное, как собирается жить завтра многотысячный коллектив угольщиков Якутии. По своему технологическому циклу наш уголь, как и во всем мире, производится по схеме добыча, транспортировка, обогащение. Разрез, автобаза технологического транспорта, обогатительная фабрика. Это те краеугольные камни, на которых и держится государственное унитарное предприятие Якут-Уголь. Это производственные мощности с высокой технологией и современными, во многом уникальными механизмами. Именно к руководителям этих подразделений мы и адресуем наш вопрос: что делается в подразделении сегодня, а главное, что планируется сделать завтра для того, чтобы не иссяк поток нашего основного богатства на рынке России и зарубежья. Знакомьтесь, Геннадий Алексеев, Александр Засядько, Владимир Медведев, директора вышеперечисленных подразделений. Сегодня именно на их головы обрушивается гнев рабочих и руководителей объединения, но именно они ежедневно решают десятки крупных и мелких задач, и именно от их знаний, опыта и таланта руководителя во многом зависит успех того дела, которое именуется добычей черного золота. В угольной промышленности Нерюнгри все трое далеко не новички. Свое прошлое, настоящее, а главное будущее неразрывно связывают с тем делом, которым они сегодня занимаются. А это значит, что судьба Нерюнгри им далеко не безразлична. Смежники, единомышленники, профессионалы. Так коротко можно характеризовать команду директоров объединения Якут-Уголь. Алексеев Геннадий Федорович в 1981 году после окончания Московского горного института связал свою судьбу с объединением Якут-Уголь, пройдя путь от помощника экскаваторщика разреза до директора, кресло которого занял в июне 1997-го. Ну, конец года, время подводить итоги. Что я могу сказать по работе? 97-й год был нелегким. В июле, в частности, мы весь месяц отстояли без работы. У нас не было ни взорванной массы, ни дизельного топлива. Поэтому целый месяц разрез отстоял. Начиная с августа пошел такой стабильный, хотя и плавный подъем производства. И в октябре текущего года мы выполнили план по крышным работам в объеме 4 миллиона кубометров с крыши каждый месяц. Я имею в виду октябрь и ноябрь. Для сравнения, тех, кто не знает, в среднем по 1997 году за 9 месяцев мы работали на уровне 2,5 миллионов кубов в месяц. Это дало возможность нам подготовить запасы угля и обеспечить выполнение плана по добыче в этом году уже во второй декаде декабря. Вот. Очень помогает нам в этом вопросе новая техника, которая была закуплена. И сейчас уже можно с уверенностью сказать, что стабильно работают 40-кубовые экскаваторы. Уже год они отработали у нас. Начали работать буровые станки новые фирмы Ingersoll Rand. Вот. Это, так как разрез стоит во главе технологической цепочки, это дает возможность с уверенностью смотреть и нашим смежникам вперед. То есть мы даем работу автомобилистам, даем работу обогатителям. Вот. И весь Южный
технологический курс, вся наша технологическая цепочка начала нормально работать в обычном режиме. Устойчивая работа разреза планируется и на 98 год. Уже сегодня можно сказать, что по взорванной массе на первый квартал 98 года у нас не будет никаких проблем. Уже сегодня можно сказать, что по дизельному топливу в ближайшее время у нас не предвидится никаких остановок. По маслам ситуация тоже более-менее стабильная. То есть основные большие глобальные вопросы обеспечения работой, они решены. По зарплате, да, задолженность у нас очень большая, задолженность по зарплате, но и здесь есть тенденция на снижение задолженности по зарплате в сравнении, скажем, с тем, что было полгода назад. Вот. Если на 1 июля 1997 года задолженность составляла по разрезу 32 миллиарда рублей, то на сегодняшний день она составляет где-то в пределах 24 миллиардов рублей. Вот. Что касается стабильности в работе предприятия, здесь еще есть такой фактор, как численность рабочих. Численность работников за 1997 год, значит, у нас снизилась, но она снизилась как бы планово. Сейчас осталось в разрезе работающих 2000 человек. На объемы, которые мы сегодня выполняем, это нормальная численность трудового коллектива. Никаких глобальных, больших сокращений численности на 98 год не планируется. Наша задача, наоборот, увеличить объемы производства для того, чтобы увеличить поставки угля потребителям и, соответственно, увеличить деньги, которые поступают от продажи угля. В этом заинтересован не только разрез, не только смежники разрезовские, в этом заинтересован весь город, потому что это основа для всего нашего благосостояния. И я еще раз повторяю, сегодня у нас появились определенные, скажем так, перспективы и определенный оптимизм в нашем будущем. Никто нам не помогает, никто нам не помощник. То, что Якутуголь добудет, то, что Якутуголь сам сделает, этим мы и живем, и этим будем жить. Пробурить скважины, взорвать породу, произвести вскрышу, добыть сам уголь, хотя и трудоемкая работа, но это еще полдела. Уголь нужно доставить в углеприемники обогатителей. Именно поэтому днем и ночью в стужу и зной снуют по дорогам разреза большегрузные автогиганты база технологического автотранспорта, возглавляет который выпускник Сибирского автодорожного института Владимир Михайлович Медведев, человек, который отдал северу четверть века, из них 17 якут углю. В трудное время для АТА в июне 95-го возглавил подразделение. Мы находимся в ремонтной зоне автобазы технологического автотранспорта. Я не зря подошел к нашему автосамосвалу Камацу Холпак 830Е грузоподъемностью 218 тонн, потому что хочу вам на примере показать, что несмотря на наши финансовые трудности, мы делаем все-таки техническое перевооружение. А для чего, я вам сейчас поясню. Вот самосвал этой грузоподъемности вывозит в смену в 2 раза больше породы, чем автосамосвал Камацу 1200Е. Поэтому здесь налицо сразу видно, что в перспективе мы хотим жить с наименьшими затратами, но перевозить больше с крыши, больше угля, то есть видеть какую-то впереди экономическую целесообразность своей работы. Кроме того, я, например, вижу на перспективу, что и руководители объединений, и директора наших предприятий, и руководители наших профсоюзных организаций делают хорошее общее дело. Так, что они решили вообще общую проблему. Продавать валюту еженедельно. То есть еженедельно выдавать зарплату людям. Еженедельно мы имеем возможность на сегодняшний день помогать какими-то финансовыми вливаниями малоимущим. Кроме того, отчисления с зарплаты 15% от фонда оплаты труда для финансирования закупки основных материалов, таких как топливо, взрывчатые вещества, масла, показали на сегодняшний день, что планомерная закупка этих материалов обеспечивает работу нашего предприятия.
Мы начали стабильно работать в сентябре месяце. Уже в октябре, ноябре выполнили государственный план не только по углю, но и по вскрыше. И стремимся это сделать в декабре месяце и закончить этот год с выполнением плана этого месяца. Но самое главное, что мы решили на сегодняшний день, это мы сохранили людей. Люди — наше богатство. Мы показали всем, что при снабжении даже малым количеством тех материалов, которые надо, автопредприятия и люди хотят и могут работать. Поэтому в перспективе, я считаю, надо работать лучше, надо работать больше, вывозить больше угля с крыши. Поэтому мы должны иметь больше финансовых средств, чтобы начать все-таки работать на людей, начать гасить заработную плату, его задолженность. Но чтобы народ все-таки мы живем и работаем для того, чтобы люди жили лучше. Даже непосвященному в горном деле человеку понятно, что свою истинную ценность, а значит и цену уголь, приобретает лишь пройдя цикл обогащения. Нерингвинская обогатительная фабрика не только самая молодая в отрасли, но и самая уникальная. Именно здесь производит коксовый концентрат, за который готовы платить и платят валюту зарубежные покупатели. На протяжении последних 5 лет руководит коллективом обогатителей Александр Васильевич Засядько. Все мы знаем, что значит жить в эпоху перемен и что значит руководить в эту эпоху. А вот же руководит. И по мнению коллектива довольно успешно. Вот и план годовой, как в лучшие времена, в начале декабря выполнили и в будущее смотрят с оптимизмом. Оканчивается год. Время подводить итоги. Год был сложный. Нам не удалось многие проблемы решить. Не решили мы заработной платы, чтобы ее выплачивать вовремя. Не решили мы и материально-технического обеспечения нашего производства, к сожалению. Но этот год у нас заканчивается. Я думаю, что нам все-таки нужно посмотреть, как же мы войдем в 98 год. В 98 год мы все-таки входим с надеждой. В 97 году мы впервые приступили к плановой замене изношенного оборудования. Это позволит нам резко сократить расход электроэнергии, это позволит нам снизить себестоимость и в конечном итоге снизим цену на продукцию. Что же мы еще в этом году сделаем? Мы решаем вопрос с экономией теплоносителя. Это позволит нам также резко снизить себестоимость готовой продукции. Но я считаю, один из основных и главных факторов, к которым мы приступили в 1997 году, это мы готовы в 1998 году выйти на рынок с новой продукцией. Это концентрат энергетический. Что это нам даст? Это нам даст то, что мы не снизили объемы переработки. Мы увеличим объемы, которые поставим нашим потребителям. Это позволяет нам сохранить коллектив, с надеждой смотреть в 1998 год. Все это в комплексе при снижении затрат на производство, увеличение объемов производства в конечном итоге даст дополнительные, я на это рассчитываю, деньги фабрике, Якутуглю, в целом городу. И этот задел, который мы сделали в этом году, позволяет нам в 1998 году с надеждой смотреть на наших смежников, которые мы ожидаем от них увеличения добычи угля, чтобы мы готовы, обогатители, принять этот уголь у себя на обогатительной фабрике, переработать его, изготовить концентрат и отдать его на реализацию. И следующий год мы думаем, что это будет год легче и лучше, чем 97-й. Наш рассказ получился бы неполным,
неузнаемое мнение человека, на плечах которого лежит огромный груз ответственности за то, что сделано, делается и будет сделано огромным коллективом с кратким названием «Якутуголь». В нашем городе вряд ли найдется человек, который бы не знал эту фамилию – Баулин Анатолий Васильевич, генеральный директор государственного унитарного предприятия «Якутуголь». Впрочем, в городе его знают больше, как просто генерал Баулин. Согласитесь, такое звание ко многому обязывает. Уважаемые нейролингвинцы, заканчивается 1997 год. Я бы хотел подвести черту уходящему году. У Якутугля огромные перспективы, хотя некоторые товарищи в это не верят. Я хотел бы сегодня даже немножечко изменить мнение наших жителей о Якутугле. Якутуголь имеет все. Имеет качественный уголь, который пользуется огромным спросом не только на внутреннем рынке Российской Федерации, но и на международном рынке. Недаром же третий год подряд Якутуголь завоевывает европейский приз лидеров международной торговли за качество. А это огромная награда, которая вручается в Париже. Раз имеем качество, имеем, значит, мы и большой спрос на международном рынке. А это наша валюта, а это наша жизнь. Спроса, избыта с углем у нас нет. Только больше добывать угля и больше его продавать. Я хотел бы сегодня поблагодарить инженерно-технических работников, рабочих обогатительной фабрики, возглавляемых Засядько Александром Васильевичем, за то, что в 1997 году они сумели получить новый вид продукции, который будет пользоваться огромным спросом на международном рынке у металлургов Японии, у металлургов Кореи. А это большой плюс к нашим валютным поступлениям. Уходящий 1997 год вскрыл много недостатков, которые мы имели. Это большие простои Нерюнгринского угольного разреза из-за отсутствия взрывчатых веществ, отсутствия дизельного топлива, а это потери большие в работе. Я думаю, в 1998 году за счет тех усилий, которые сделаны и работниками объединения, работниками предприятий, мы поправим положение. Что в этом плане сделано? Сегодня мы имеем долгосрочные договора с потребителями наших углей. Сегодня мы ведем с ними большую работу по взаимозачетам. То есть поставка угля, поставка нам дизельного топлива. Мы сегодня наладили хорошую работу по взиманию долгов как через суды, так и через арбитраж. Все вот это вот вместе, я думаю, даст нам стабильную работу в 1998 году. К сожалению, уважаемые, мы имеем негативное явление или позорное даже явление с невыплатой заработной платы. Большой долг мы имеем сегодня по заработной плате. В этом плане мы тоже сделали очень много и очень много делаем. Мы сегодня еженедельно продаем валюту и выплачиваем заработную плату. Мы надеемся, что правительство Российской Федерации в конце концов обратит внимание и наладит то, что сегодня имеется, то есть платежи, чтобы шли четко за поставленный уголь. Сегодня Международный банк развития и реконструкции предприятий выделил огромный долларовый кредит. Более миллиарда долларов идет инвестиционный фонд для развития перспективных предприятий. А Якутуголь в Российской Федерации является одним из самых перспективнейших предприятий. Значит, мы будем получать валюту
на развитие предприятия, это больше валюты мы будем тратить на заработную плату. Мы сегодня большое дело делаем. Я думаю, что только в январе месяце мы сумеем погасить долг по заработной плате более чем на 40 миллиардов рублей. Сегодня проводится большая работа заключения нового тарифного соглашения между центральными профсоюзами и правительством Российской Федерации. Мы настаиваем, чтобы те льготы, которые имели наши трудящиеся угольной отрасли, они все были сохранены. И в том числе льготы по проезду в отпуск, льготы по выезду трудящихся, которые заканчивают свой трудовой здесь стаж, выезд пенсионеров на новое место жительства на материке. Вот это все должно быть включено в тарифное соглашение. Какая перспектива у нас с вами? Перспектива большая. И не верьте тем, кто сегодня говорит или рассказывает вам о том, что у Якутугля нет никакой перспективы. Сегодня только на Нерюнгринском разрезе имеется готовых запасов, разведанных на 25 лет. То есть 25 лет еще Нерюнгринский угольный разрез будет существовать. А что же дальше? А дальше? разведан. Это предприятие. Достаточно сказать, что запасов на этом месторождении более 2 миллиардов тонн. Сегодня приказом президента Республики Саха-Якутия создана компания по развитию и разработке этого месторождения. Сегодня ведется подбор руководящих кадров на строительство разреза, строительство железной дороги от Зеи до Эльги. То есть перспектива Якутугля в целом, как такового, с освоением эльгинского месторождения вахтовым способом и сохранением инфраструктуры в городе Нерюнгри, вот то, что наше будущее. Мы надеемся, что уже в 1998 году мы приступим к освоению этого месторождения. А это хорошая перспектива не только для угольщиков, это перспектива для всего города, для наших уважаемых врачей, для наших учителей и для всех жителей города Нерюнгри. Пользуясь случаем, уважаемые товарищи, разрешите мне от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем счастья, благополучия и всего хорошего в наш непредсказуемый век. Спасибо за внимание. Подходит к концу наш фильм. Подходит к концу и 97-й год. Нелегкий год. Да и бывают ли они легкие у людей, которые выбрали своей профессией добычу черного золота, именуемое уголь.